Так, добрый вечер, уважаемые присутствующие в зале, гости, коллеги наших регионов, если кто прильнул к экранам. Хотя я сомневаюсь, сейчас все практически в поле, грубо говоря. Явка по состоянию на 16 часов. Сейчас выводите, пожалуйста. По Российской Федерации в целом в выборы Госдумы 9–16%. Максимальная явка Чукотский автономный округ, следовало ожидать, у них раньше всего началось голосование, 31,39%. В Чеченской Республике 27,1%. Тыва Республика 26,21%. А минимальная явка в город Санкт-Петербург, что тоже неудивительно, 3,72%, город Севастополь 0,76%, город Москва 0,48%. Напомню, что это явка на участках для голосования, без учета явки по дистанционному электронному голосованию. Если говорить об электронном дистанционном голосовании, тоже свежие данные на 16 часов. Курская область 55,46%, Мурманская 59,27%. Нижегородская область 47,17%, Ростовская 50,12%, Ярославская 63,05%, Севастополь 46,63% и Москва 36,1%. Вот такая явка по ДЭГу в 7 регионах по дистанционному электронному голосованию. Надеюсь, там все, да, насколько я знаю, процесс идет, весь отлажен, да. Теперь по досрочному голосованию, то есть у нас 29 августа было досрочное голосование в самых таких, для отдельных категорий избирателей проводилось, то есть досрочное голосование по выборам в Госдуму. Таким правом по состоянию на вчерашний день у нас воспользовалось примерно около 225 тысяч избирателей. То есть вот такое досрочное голосование, оно у нас вообще минимизировано, да, то есть для крайних случаев. То есть у нас оно проводится в 36 регионах. 163 тысячи наших избирателей, которые проживают в очень труднодоступных и отдаленных местностях. Вот они смогли реализовать свое право, да к ним я хочу поблагодарить наших коллег из комиссии, добирались на всех, на гужевом виде транспорта, чуть ли не, я не знаю, на катерах, на вертолетах, и на тракторах иногда даже, ну, в общем, все виды техники, которые можно применять в таких достаточно сложных условиях, бездорожья, отсутствие часто мостов, там, ну и так далее, так далее. Это вот 163 тысячи наших избирателей. Голос каждого дорог. 28 тысяч избирателей, которые в дни голосования находятся на судах в плавании, также смогли проголосовать досрочно. А вот в этих, к которым я верну 163 тысячи, это и станции, метеостанции, полярные станции, ну и так далее. Вот такие все, да, маленькие объекты, далеко находящиеся в тундре и так далее. Вот. И еще у нас идет досрочное голосование, вот, которое было за рубежом. В 46 странах проголосовало досрочно 34 тысячи российских избирателей. Вот и все. То есть, это, видите, то есть у нас, да. Еще раз хочу повторить спасибо огромное членам комиссии, в основном это женщины, которые преодолевают в условиях климатических сложностей, катаклизмов, то наводнений, то пожаров, то еще чего-то, то преодолевают все расстояния, все препятствия и добираются до наших соотечественников. Так, теперь у нас к этому моменту, что мы имеем, мы будем каждый день разбирать, завтра к вечеру тоже наберем, какие у нас ситуации сложные, что выявляется. Но с утра мы увидели, что, к сожалению, да, на некоторых участках были очереди, да, то есть и не очень соблюдалась дистанция санитарная, то есть мы быстро среагировали, это недопустимо. Коллеги, внимательно смотрите, если видите, что образовывается очередь, значит, предпринимайте дополнительные меры, чтобы призывайте людей, чтобы размечать, чтобы дистанция соблюдалась. Тут такие скопления народа были, к сожалению. Что я могу сказать? Ну, это право людей воспользоваться мобильным избирателем, но, в общем-то, ситуация, пусть это в нескольких регионах, но надо не допускать такого. Прошу больше не допускать такое. Теперь у нас по Московской области. Телеграм-канал «Команда Пивоварова» заявляет, вы знаете, это Пивоваров, который у нас идет по федеральному списку, правильно?
команда, это я не знаю, у Яблока, как аффилировано, да, ну, как в смысле, аффилировано с организацией, исполняющей функции иностранного агента, по-моему, так, да. Ну вот, скорее всего, его канал, не знаю, может, я ошибаюсь, но заявляет, вот телеграм-канал команды «Пивовары» заявляет о вбросе на участке номер 3667 в городе Балашихе. Член комиссии с правом решающего голоса выдала мужчине в черной куртке по несколько бюллетеней из каждой стопки. Вот такая информация была в телеграм-канале. Видео предлагается. Пожалуйста, тогда надо выводить комиссию. Да, комиссия готова в Московской области. И дайте, пожалуйста, ролик. Что там? Видео, какое видео было в телеграм-канале? Вот, видим мужчину в черной куртке, да. Вот он наш. Ну, вот, да, вот Илья Сергеевич появился, да. Ну, я думаю, надо быть безумной молодой девушкой, безумным, чтобы под видео, под камеру что-то там делать недостойное. Ну, посмотрим сейчас, да, что там такое, да. Да, увидели. Пожалуйста, Илья Сергеевич, добрый день. Да, что там у нас в Балашихе? Угу. Разобрались с этим? Да. Добрый день, уважаемая Алла Александровна. Добрый день, уважаемые коллеги, избиратели. Действительно, сегодня, когда мы увидели сообщение о подобной ситуации, благодаря нашему спецпорталу мы незамедлительно рассмотрели детально, посекундно каждую деталь этого инцидента, так скажем. Не буду кривить душой, скажу прямо о том, что сказать однозначно, что это какая-то провокация, или же сказать, что это полноценный вброс, однозначно сейчас нельзя. Поэтому, Элла Александровна, мы сделали следующие шаги. Первое. Мы продолжаем мониторить спецпортал. Связались предварительно с председателем территориальной избирательной комиссии. Отправили группу в участковую избирательную комиссию 3667. На время приостановили работу комиссии. В настоящий момент уже уверен, что закончилась процедура опечатывания КАИБа. На этом участке голосование идет в комплексе обработки бюллетеней. Комиссия примет решение или приняла уже решение. С минуты на минуту я просто не успел еще связаться. В стационарный ящик будет продолжено голосование. Элла Александровна, по вашим рекомендациям и поручениям незамедлительно поставил в известность Главное управление территориальной политики, Главное управление региональной безопасности, правоохранительные органы. В настоящее время группа направлена на место для того, чтобы выяснить детали дела. На период проведения данных мероприятий член комиссии, которая была видна на видеосюжете, отстранена от работы в комиссии. Элла Александровна, будем действовать жестко, строго, исключительно в рамках для того, чтобы исключить возможность, Илья Сергеевич, не чтобы спала тень. Да я знаю, сколько силы вы вкладываете, как переживаете. Мы не зря вам... Да. Пожалуйста, используйте группу, оперативную нашу группу, которую мы в Королев направили. Там это, я хочу поблагодарить и МВД, и Генеральную прокуратуру, которые выделили нам своих специалистов федеральных служб. Да. Может, пусть они, если что, там, Балаших или еще где-то что-то, да, можете и тоже привлекать. У нас больше проблем, конечно, со Следственным комитетом, но я думаю, что тоже, да, к сожалению, самое нерасторопное ведомство у нас получается, да. Разрешите пожалуйста. Пару слов? Да. Элла Александровна, специальная группа, которая была направлена в Королев,
если уж мы о ней заговорили, сегодня действительно провела огромную работу, указала на ряд недочетов в работе комиссии. Были и довольно забавные моменты, когда члены комиссии пугались, так сказать, такого представительства и такой серьезной, значит, группы поддержки. Я это правильно называю группой поддержки, потому что ту работу, которую сейчас проводит специальная группа, очень помогает. Жалоб со стороны Королева практически мы не замечаем сегодня, ну, за исключением технических недоработок. Ну и, разумеется, Александр, я хотел бы отметить работу видеонаблюдения и в инфоцентре, и у нас здесь в мониторинговой группе. Очень удобный инструмент, который позволяет буквально посекундно, очень хорошее качество видео, очень хорошее качество звука. Можно все детали инцидентов рассматривать молниеносно. И сегодня мы ряд сигналов получали и из информационного центра, который у нас находится в городском округе Одинцово. И это позволило во многом снять, так сказать, снять напряжение, потому что когда мы выводим на экран, отматываем, люди смотрят, понимают, что на самом деле никаких инцидентов не было, или ему, значит, объясняли, что это процедурные моменты, которые выполняет комиссия в определенный период времени. Очень удобный инструмент, благодарим за это, и, конечно же, Ростелеком, который обеспечивает качественную связь. Спасибо, Александр. Сергеевич, я думаю, что как раз эта группа и направлена для того, чтобы в целях профилактики, чтобы все знали, что такая группа работает, мобильная, вам в помощь. И я надеюсь, что это тоже многих, если кто-то и чего-то затевал, то это их убережет, надеюсь. Вот что касается видеонаблюдения, да, вот это преимущество этой системы в том, что, во-первых, у нас с вами нет повода говорить, ой, это фейк, потому что идет, да, то есть и фейки фабриковать практически невозможно, потому что это вот у всех, у партий, всех, то есть это официальная, живая будет и перемотка, то есть здесь понятно, что здесь не смонтируешь, ничего, то есть это как это сказать правильно, исходный материал, который, да, позволит в том числе его применять и в суде, и везде, то есть позволяет действительно отследить все так, как оно было. Да, в этом есть преимущество. То есть для фабрикантов фейков это, конечно, усложняет ситуацию, хотя, естественно, они были, есть и будут, но уже во многом проблему эту решает. Спасибо, Илья Сергеевич, не будем больше вас отвлекать, там, да, профилактируйте народ, да, я как житель Подмосковья, да, постараюсь тоже проголосовать, если успею, то завтра убедиться сама, что там на моем участке происходит. Всего доброго. Так, а сейчас мы с вами перемещаемся по просторам нашей Родины далеко на восток, в Приморский край. И кто, я не знаю, кто у нас там на месте. Татьяна Валерьевна? Да, Охотников Роман Андреевич, потому что сейчас уже там глубокая ночь, наверное, да. Роман Андреевич, я вас благодарю, что вы не спите вместе с нами. То есть мы-то можем себе позволить, а вот для вас это, да, это тяжело. Поэтому спасибо, что Татьяна Валерьевна нашу, да, подстраховали. Пожалуйста, у вас там что у вас произошло, расскажите сами. Да, вот я прочитаю. 16 сентября в социальной сети Инстаграм распространено видео о работе члена участковой избирательной комиссии избирательного участка номер 529 города Владивосток, Ленинский район, улица Адмирала Юмашева, дом 12, Г, первый этаж, здание школы номер 57 Владивостока с бюллетенями. Описание видео содержало информацию о том, что член избирательной комиссии проставляет отметки за одного из кандидатов с целью дальнейшего броса. Видео предлагается. Может, сначала видео посмотрим, да? Правильно? Давайте видео включим, посмотрим, да, пожалуйста. Ну что... У нас уже была история, помните, голосование в багажниках, фейк был, который на всю страну протиражировали. Чик, галочки идут. Приговаривают. Кандидатов каких-то непонятно. Штампуем.
Наверное, спрашивать не надо, для чего. Просто ребенок в этой школе учится. Вот так вот. Да, пожалуйста. Что вы можете сказать? Да, пожалуйста. Роман Андреевич, мы вас слышим. Да, пожалуйста. Элла Александровна, приветствую вас. Уважаемые коллеги, здравствуйте. У нас тут небольшой фейерверк устроили, наверное, в честь окончания первого дня голосования за окнами. Поэтому небольшие помехи. Но не видно, в темноте не видно. Действительно, как было сказано, вот из ситуации, которая сложилась на данном избирательном участке, она достаточно стандартна. Когда происходит тренировка КАИБа, предшествующая дню голосования, то некоторые граждане воспринимают этот процесс как некая подготовка к бросу. И вот в данном случае как раз наличие видеонаблюдения, я поддержу Илью Сергеевича, коллег, в том, что как раз наличие видеонаблюдения позволило нам четко убедиться в том, что ничего правонарушающего не происходило на данном избирательном участке. Мы смогли посекундно, поминутно посмотреть на все обстоятельства этой тренировки, сделать покадровую нарезку, представить ее всем заинтересованным лицам. И, собственно, любые сомнения в том, что комиссия готовилась к подведению, к следующему дню голосования, то, что она проводила законную процедуру тренировки КАИБ, в данном случае они были развеяны. Соответствующее видео подготовили с помощью наших коллег, разместили во всех социальных сетях. И это, на наш взгляд, позволило снять любые вопросы и каких-то сомнений по поводу фейковости, да, скажем так, опубликованного видео, они просто были сняты. Роман Андреевич, а нам вы его не покажете? Можно не сейчас, можно попозже. Попозже. Конечно. Вы сейчас, во-первых, я Да. советую вам все-таки выспаться по возможности, да. А потом уже, я думаю, что это не последнее, с учетом опыта. Я говорю, помните, да, когда вот этот прилепилось к голосованию в багажнике, сколько мы не разоблачали, показывали, что это в принципе не могло быть. И что это, то есть, ну вот тогда кто только не оттоптался. Надеюсь, что вот сейчас вы не допустите и вовремя схватите за руку, если что-то будет происходить такое, вовремя все поставите на место. И мы тоже, для нас это большой урок. То есть, поскольку их в принципе не было никаких голосований в багажнике. Спасибо, да. Спасибо, что Александр, могу спасибо. пожелать вам хоть несколько часов спокойно выспаться. Всего доброго. Постараемся. Да, Спасибо, спасибо, Александр. да. И у нас, ну, тут даже, что я могу сказать, естественно, закономерно у нас по Санкт-Петербургу кое-что накопилось. Мы сегодня не будем все рассматривать, просто несколько, да, вот я вижу нашу коллегу Наталью Валентиновну, да, значит, вот я скажу. Так вот, в социальных сетях распространилась новость телеграм-канала «Ротонда», это, по-моему, питерский канал, да, это тоже телеграм-канал, об организации так называемых каруселей на УИК номер 2234, 2242 Центрального района Санкт-Петербурга. На участках 2234 и 2242 наблюдатели заметили одних и тех же избирателей, молодых людей в спортивных костюмах. Центральный район, где избиратели заподозрили карусель, один из самых скандальных на этих выборах. Но это мы знаем, да. Именно там баллотируются сразу 3 Бориса Вишневских. Борис Лаврентьевич и его двойники-инофамильцы. Мне очень жаль, что комиссия не смогла применить свой админресурс. Иногда его следует в хороших целях применять и, скажем, не сделать то, о чем мы просили. Хотя бы сфотографировать их в том виде, если уж никак не удалось уговорить их сняться. Ну, бог с ним, ладно. Я думаю, что мы настолько распиарили и проинформировали всех избирателей этого района, что они прекрасно все знают. Наталья Валентиновна, пожалуйста, как вы можете прокомментировать это? А там видео есть? Да, добрый день, Да. уважаемая Алла Александровна, уважаемые коллеги, избиратели.
Действительно, в Центральном районе избирательные комиссии участковые 22, 34 и 22, 42 находятся рядом в смежных зданиях, которые непосредственно примыкают друг к другу. И вот эти молодые люди в спортивных костюмах, они являются курсантами военно-инженерно-технического института имени генерала армии Хрулева. Изначально они перепутали участковую избирательную комиссию и пришли на участок 22-34. Естественно, бюллетени они не могли получить, поскольку их не было в списках. И дополнительно в списке данные курсанты не включались. В участковой комиссии 22-34 было разъяснено курсантам, что участок 22-42, где в списке они включены, находится в соседнем смежном здании, куда перешли курсанты. Им были выданы бюллетени, и они проголосовали. Поэтому я считаю, что здесь никаких нарушений нет. Есть на то свидетели. Незамедлительно выезжал председатель территориальной избирательной комиссии Владимир Александрович Соколов и подтвердил данный факт. У меня все, Элла Александровна. Спасибо А что вам, касается да. Вишневских, им видео снимали, одного и второго. Один действительно ходит всегда с бородой, второй отрастил ее к выборам. Поэтому с бородами все трое Вишневские и были в бюллетене, извините, Плакаты. на плакате, да. Спасибо, Наталья Валентиновна. Ну что, я там, да, поскольку наши там работают, да, Николай Владимирович работает, там я другие, я не буду, там факты мы, все там стекается, так Николай Владимирович занимается, представители правоохранительных органов федеральных там есть, так что, если вам тоже нужно в помощь, потому что я понимаю, что все равно вам отвечаете, вы заинтересованы в этом, оперативно надо реагировать, поскольку, и я думаю, что здесь, если надо будет еще там перепроверить, у вас очень сильный, конечно, наблюдательское сообщество, поэтому, как говорится, спокойно вам сидеть не придется, да, то есть только спокойной жизни вам не видать, это точно. Я хотела понять, у вас там, потому что были жалобы, с видеонаблюдением все в порядке, я имею в виду, потому что были жалобы, что там в целом ряде участки видеокамеры не было, мы вроде тут, по-моему, довели ситуацию до ума. Все нормально с видеокамерами? То есть Да, участки, абсолютно да? довели, у нас Хорошо. утру было все в порядке, да, Александр. Хорошо. Ладно, пока хватит на сегодня. Спасибо. Да, ни в коем случае не желаем выбивать вас из колеи, наоборот. Зная, насколько сложный город, сил вам. И если нужна будет помощь, будем помогать. Пожалуйста. Всего доброго. Спасибо. Угу. Ну, что-то еще... Александра, наши коллеги нашли в соцсетях не только фейки, но и есть пара курьезов. Например, в Хакасии там «Единая Россия» пожаловалась на применение административного ресурса со стороны губернатора. Да, можно показать видео? Покажите, да. Это есть еще пара смешных моментов. Да, пожалуйста, да. Какое количество бюллетеней вам было выдано на ваш избирательный участок? 1350. Нет, два же 1350. 1350. В смысле? У нас По федеральному? По федеральному по одному. Два пакета бюллетеней. 1350 и 1350. И 1350. Хорошо, какое количество избирателей к вам уже пришло на избиратель? Сейчас мы не готовы рассказать эти сведения, соберутся к 3 часам. Каждые 2 часа же? Нет. Это 19? Это 19-го каждые 2 часа. Мы сейчас эти 2 дня только утром в 3 и вечером. Вот реально, вы первый избирательный участок, который не может предоставить мне А данные. вы не хотите пройти в ТИК и там поговорить это? Если нам дадут распоряжение, что вам надо посчитать вот на данный момент, Вы же мы посчитаем. Нет, мы на 3 часа только будем считать. Даже не считали еще. интересно. Ну, конечно. Если нам дано указание, что мы должны подать сведения на 3 часа, тип-тип, понимаете? И им раньше эти сведения не нужны. Ну вот по имеющейся у нас информации, мы тоже проверяли, и это помощница губернатора Коновалова, соответственно, вот ходит и просит предоставить ей данные вне регламента.
скажем так. Ну что, Да. это давайте посмотрим на это философски. Из моего богатого политического опыта тоже, да. Ну, любая позиция, когда становится властью, она начинает себя вести как власть. Могу сказать. Психология уже не оппозиция, а власть. Ну, это такой философский, объективный процесс. Да, хорошо. А вот еще есть Что прекрасное давайте? видео по предотвращенному вбросу бюллетеня. Можно вот включить Да, с таким пожалуйста. большим-большим вбросом? Вот, бюллетень входит на избирательный участок. Помогите попасть в урну, пожалуйста, друзья, бюллетеню. Всех с праздником. Суперакция. Вызови, пожалуйста. Мне же нужна. Звони. Попасть в урну. Ну как помнишь? Кому-то звонил. Друзья, помогите, пожалуйста, бюллетеню попасть в урну. Ну что ж. Ну. Так, вот еще, видимо, сторонник партии «Зеленый» с енотом пришел тоже на участок. Тоже покажите, пожалуйста. Покажите, да. Ну, слушайте, выборы это как праздник для некоторых. Сейчас 12:02. Самовыразиться и показать себя во всей красе. Вы посмотрите на него. Какое классное животное. Ну, да. Ну, вот как-то так Кто-то, проходит у нас по-моему, первый кто-то день. Там, Да. да, в маске лошади, по-моему, заявился, или коня, я не знаю, кто-то был. Ну, что ж делать? Есть такие курьезы, дай бог, чтобы они не приводили к нарушениям, да. Коллеги, я на сегодня заканчиваю. Да, давайте отвечу на ваши вопросы несколько и пойду. У меня очень большой еще пласт работы в преддверии. Надо проанализировать, что нам поступило со всех регионов по целому ряду аспектов, чтобы завтра вам дать полноценную информацию. Пожалуйста, только представляйтесь. Ну вот по Московкину я точно соскучилась. Давно его не было. А вас, да, пожалуйста, милая девушка, симпатичная. Да, если можно. РБК Евгения Кузнецова. Элла Александровна, скажите, пожалуйста, а что происходит с явкой на выборах на сайте? Потому что вот... Где? Выборы избирком.ру, явка, данные по явке. Они там очень странные. Например, вот я вижу, что по Дагестану есть явка на 15 и на 20, и на 15 она больше, чем на 20. То есть явно, что какие-то проблемы с цифрами, не только по Дагестану. Будет ли эта проблема как-то решена? Мы очень все волнуемся. Во-первых, это как может быть на 20, когда еще 17? Вот я тоже не понимаю, но у нас это есть. что-то, видимо, не то. А это наш сайт, который, Да, это Вы знаете, ваш сайт. я тогда, пожалуйста, коллеги, мои специалисты, посмотрите, разберитесь. Я так, естественно, не могу сказать. У меня времени не было смотреть на сайт, потому что я смотрю на вас. Да, пожалуйста, мы пока... Другой вопрос. Лев Московкин, да, пожалуйста. А потом вот вы, да, пожалуйста. Да, спасибо большое. Понимаете, если бы вот можно было задавать вопросы, и тогда не надо было бы устраивать здесь столпотворение, потому что у вас тут кресла ужасно неудобные, на самом деле, сидеть так долго. А вопросы сложные. Я вот лично конкуренции, о которой вы говорите, не вижу. Моих кандидатов всех убрали по механизму, вот правильно вам говорил Калюшин, об американизации выборов, по механизму, как убрали Берни Сандерса. То есть в избирательную кампанию в этом году впервые проникло то, что называется центрифугальный отбор. Когда лучших топят, а мусор весь всплывает. Ну, нужны ведомые, зависимые люди. Конкуренции людей много, конкуренции идей нет. Кроме того, как я понимаю, у вас нагрузка возросла даже и не на 40%, и не вдвое, гораздо больше. Потому что эти законы, которые помогают исполнять центрифугальный отбор, они формально неисполнимы. Мы, на самом деле, все иностранные агенты и все с иностранными финансовыми инструментами. У всех были виза и MasterCard. Все крупные СМИ получают гранты USAID, подконтрольную ЮСАГМ. Ну, нужно, наверное, по контенту. Выступал же у вас товарищ здесь. Сразу всем ясно, что это такое. Но он говорил свободно. То есть бьет не по тем и не туда. И конкретно вот с этим... это? Я не знаю. Кто это такой? Ну, Николай Рыбаков, не хотел повторять. Но сразу видно по контенту. У вас же есть вот уникальный человек комиссии Николай Левичев. Он... Один, первый и последний применил контент-анализ для выявления иностранного агента. Все четко.
И просто. Насчет триединого кандидата был прецедент, я здесь говорил, я лично пострадал от этого в той же партии. Они заказали сами. Сами заказали. Вот у меня сильное подозрение, что это можно выявить и для этого кандидата. Но это не мое, не в моем городе. Тут я не могу. Но вы-то можете... Уточните, пожалуйста. Спасибо. Уточните, Спасибо. пожалуйста. Нет, ну то, что, Лев, конечно, вы поднимаете такие вопросы высокого порядка, политического, там, политико-философского, можно сказать, да, концептуального. Я не готова и не могу вам сейчас на это ответить. Я не знаю, кто такие достойные кандидаты, которых по нашей вине сняли. Вот, скажем, беспричинно, да, не могу. Потому что мне, например, очень хотелось бы, чтобы тоже Потапенко, да и бог с ним, и Грудинин, и все они бы участвовали в выборах. Но, к сожалению, если они забыли вовремя закрыть свои активы, мы должны были исполнять закон. Не знаю, о ком вы ведете речь, о какой партии. Просто, не могу, поэтому ответа у меня нет. Вы озвучили свою озабоченность, я ее уважаю, но ответ я не знаю, как вам ответить, честно говоря. Да, пожалуйста, кто следующий? Да, пожалуйста, представляйся только. Известия, Хадыкин Максим. Мэл Александровна, вы говорили, что проводили встречи с международными наблюдателями вот сейчас. Как в целом международные наблюдатели оценивают процесс выборов в первый день голосования? Они не могут, сейчас они не имеют права. Я вот, знаете, там... Так у нас один наш самый независимый из независимых и независимый в квадрате в Кубе, эксперт один, тут написал статейку по поводу «Ой, ужас, ужас, ужас». ЦИК раньше за месяц опубликовывал всех международных наблюдателей, а сейчас специально это не делает, потому что международных наблюдателей нет, потому что пытаются выдать за международных наблюдателей экспертов, и так далее, и тому подобное. Так вот, никогда такой практики нет. Публиковать мы будем потом списки. И такая практика именно потом, а не за месяц и сейчас. Потому что, тем более, в условиях пандемии. Вот у нас несколько человек буквально уже брали билеты, отказались, потому что в страну, там, ужесточились там пандемические меры и так далее. Да? То есть, вот она ситуация. По факту будем публиковать все, кто были сейчас. Поэтому речь идет. Это была ПАСЕ, то есть делегация ПАСЕ. И они, тем более, и никто из наблюдателей не имеет права до окончания выборов никаких комментариев не давать. Они задают вопросы, они встречаются со всеми, с теми, с кем они считают нужным, тем более ПАСЕ работает по своему плану. Например, они пришли, мы не знали, где они были, мы не знали, куда они поедут, в какие регионы. Мы им предоставляем полную свободу и возможности выбрать любой объект и его посмотреть. А выводы они будут делать уже по окончании выборов. То есть после 20-го, не раньше. Точно так же, как все остальные международные наблюдатели, с которыми мы работаем. Это официально, еще раз повторю, это не эксперты. Да, к нам приехало много экспертов. Мы ими не занимаемся. Это другие, которые имеют право просто посмотреть, что происходит, конференции проводят. Что касается статуса международных наблюдателей, в соответствии с теми мерами, которые вот вы сегодня слышали, Анну Юрьевну, строгую нашу Анну Юрьевну, да, которая, да, вот в соответствии с рекомендациями, как раз и МИДом и был определен формат. Все наши международные наблюдатели, а у нас в основном это 17 международных организаций были разосланы предложения, наши заранее, у нас 30 с лишним, почти 40 двухсторонних партнеров, и так далее, приехали практически все, то есть у нас сейчас где-то примерно, точно должно было быть 255 точно. Вот в последний момент, там, по-моему, несколько человек, 249, по-моему, приехало, или в последний момент. В общем, плюс-минус, да, из 55 стран мира. Это вот статус, обладающий статусом международных наблюдателей. Поэтому мы у них не спрашиваем, какое впечатление. Я сегодня, здесь было человек с утра до брифинга в 12 часов. Здесь человек 70 было. То есть... Они задают вопросы, мы отвечаем, мы показываем, что у нас есть. Они встречаются со всей оппозицией, со всеми, с кем они считают нужным. Едут в те регионы. Вот вчера мы были в включении, вы видели, да, двое наших коллег, наблюдателей, один из Болгарии, другой из организации международной Черноморской экономической. Они были на Камчатке были, да. Вот сейчас мы даже не знаем, куда кто едет. Ставят перед фактом, наши встречают, появляются. Поэтому посмотрим по итогам. 20-го они все свое мнение выскажут. Да, пожалуйста, кто еще? Да, пожалуйста, представляйтесь.
Здравствуйте, Ксения Набаткина, РИА Новости. А вот в соцсетях появляются то и дело сообщения о том, что агитация продолжается в том или ином виде, что является нарушением. Отслеживает ли ЦИК как-то? Может, есть жалобы по поводу того, что агитация не прекратилась? У нас очень сложно регулируется в интернете, продолжается. И возьмите все, в том числе те, кто позиционирует себя как оппозиционные СМИ, там тоже идет с утра до ночи агитация. Там с одной стороны идет, там с другой стороны идет. Ну вот, собственно говоря, вопиющие какие-то очевидные случаи, если к нам будут жалобы, мы будем реагировать. Сами мы мониторингом таким не занимаемся. А если поступят к нам, значит, будем реагировать, будем направлять в Роспотребнадзор. Да, пока, ничего такого выходящего за рамки того, что обычно бывает, во всяком случае, мы не следили. Да, пожалуйста. Все? Да, пожалуйста. Фарида Рустамова, телеканал «Дождь». Элла Александровна, у нас некоторые корреспонденты сейчас работают на избирательных участках как представители СМИ. Такой вопрос. Представитель СМИ на УИКе может перемещаться по УИКу или он должен сидеть в углу? Вы, значит, у вас просто, будьте добры, телеканалу «Дождь» дайте памятки. В чем отличие? Вы не обладаете функциями, полномочиями наблюдателей. У СМИ, то есть и опять у вас тоже, я действительно смотрела ваш сюжет, ловко вы поступаете, конечно, вы даете то, что вам выгодно, и не даете, то есть полуправду, да, или недоправду. То есть вот часть того, что входит в контекст, скажем, в логику ваших, пожалуйста, ваше право, претензий не будет с нашей стороны, и так далее, и так далее. Но вот насчет ваших функций на участках. Абсолютно такие же, как у всех представителей СМИ. Ни в чем вы не поражены. Освещать. Передвигаться имеют право только наблюдатели, и то, там, санитарная дистанция, и то, у них тоже они прекрасно знают, какие ограничения есть. Нельзя фотографировать строго, например, лица людей, это нарушение часто. Многие какие-то факты. Нельзя мешать работе комиссии, там, мешать какой-то. В общем, они знают свои права, ваше право освещать. Тем более сейчас действительно есть ограничения дополнительные, связанные с пандемией, чтобы все-таки какая-то дистанция санитарная соблюдалась. Вот и все. А перемещаться произвольно, скажем, в пределах, не то, что прям замереть на одном месте, но все разумно, да, действительно. То есть разумно, чтобы это не мешало. У нас в центре избиратель, да, у нас там наблюдатель, там представитель правоохранительных органов, там комиссия работает. Но чтобы это не мешало людям, скажем, не мешало процессу, да, по голосованию. Вот так. Но если вы из одного там угла перешли в другой, не нарушив никакой процесс, это, в общем, все разумное. Вы же разумные люди, все это понимаете. Не знаю, в чем проблема. Дело в том, что у нас, может быть, на некоторых участках очень много наблюдателей, тоже должна быть организация, потому что все-таки Лев хоть и говорит, что конкуренции нет, но, может быть, это уже, знаете, качество кандидатов я не могу оценивать. Но формально-то их много. И каждый может на протяжении 3 суток представить до 6 наблюдателей. Они в любом порядке, гибком графике могут работать. Более того, вот сегодня, когда я зачитывала числа, у нас еще в последний самый момент еще более чем широкие права, чем просто наблюдатели, есть у членов комиссии с правом